Хангаласском районе судят заведующую детским садом, из окна которого выпал двухлетний мальчик. Напомним, чрезвычайное происшествие произошло 8 сентября прошлого года в одном из детских садов Покровска. В результате халатного отношения работников детского сада мальчик выпал из окна помещения группы кратковременного пребывания, находящейся на 3-м этаже здания. Виолетта Засимова расскажет подробнее. В тот день двухлетний сын Людмилы Григорьевой впервые переступил порог престижного в Покровске детского сада «Сардана», куда в последние годы начали брать на неполный день малышей 2-3 лет. Оставляя сына под присмотром воспитателей, Людмила Григорьева и предположить не могла, что через 10 минут после ее ухода мальчик сорвется с высоты 3-го этажа. В результате падения ребенок получил серьезные травмы и до сих пор проходит лечение в Национальном центре медицины. Врачи диагностировали ему неоперабельную кисту в головном мозге. Ага, физически ребенок восстанавливается чуть-чуть, но эта киста в таком месте расположена, то, что на координацию человека отражается. То есть он часто падает, координация у него шатается. Стало известно, что на сегодняшний день наказание понесла только 69-летняя воспитательница, под присмотром которой был в тот день мальчик и остальные дети из группы. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года. К тому же в ходе расследования было выяснено, что воспитательница является инвалидом 1-й группы. Сейчас идет судебное разбирательство по уголовному делу в отношении заведующей детского сада. Несколько уже судебных заседаний было. И на первом заседании Ефимова, обвиняемая, не признала вину, говорит, не доглядела, воспитатель так говорит. На данный момент известно, что на 10 мая намечены прения сторон. Это уже финальная часть судебного процесса, после которой последует вынесение приговора. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем о финале этой истории. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.